Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер, білім алушылар және қазақ тілін өз бетімен меңгерем деушілер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сөз жасамдық жұрнақ лық-лік. Сегодня наша тема с вами словообразовательный аффикс лық-лік. Я вас поздравляю с тем, что вы сегодня выучите в 2 раза больше слов за один урок. От тех слов, от того количества слов, сколько вы знаете. Потому что этот аффикс очень активный в плане словообразования, и абсолютно с любого слова он может образовать слово с определенным значением, которое вы хотите сделать. Во-первых, первый момент – это то, что есть помимо лық-лік, это так условно, как всегда я выделяю название темы, есть еще 4 варианта фонетических. Лық-лік, дық-дік, тық-тік. Вот здесь напишу. Первый мягкий вариант лық-лік. Мягкий в плане того, что он добавится к гласным. Потом второй дық-дік, который добавится к звонким ж, иксонорным. И тық-тік, который добавится к остальным звонким, помимо ж, и к глухим. Мы это просто повторяем. Если бы вы были на уровне А1, я бы полностью все фонетические варианты, к какому звуку что добавляется, я бы вам написала. Но, к счастью, вы уже на уровне А2, вы знаете, к какому варианту что добавляется. Это очень важно. Следующий момент. Первый момент – это несколько фонетических вариантов. Следующий момент, что мы можем сделать. Первое, от имен и глаголов существительные. Второй момент, что мы можем от времен и глаголов сделать прилагательные. То есть он образует не только одну часть речи, он образует как существительные с адресом, так и прилагательные. Давайте разберемся. Дос – друг, достық – дружба. Тату – дружный. Смотрите, если здесь мы от существительного сделали существительный, здесь от прилагательного тату мы сделали существительно. Татулық – это дружба, сплочение, сплоченность. Сақтық, сақ обратно из прилагательного мы сделали существительно. Сақ – это внимательный, сақтық – это внимательность. Даже какое-то немножко другое значение. Сейчас вот на языке крутится, не могу вспомнить. Ну, примерно внимательность, осторожность. Вот. Сақ – осторожность, сақтық – осторожность. Облыс. Теперь смотрите, если здесь у нас все были дружба, сплоченность, осторожность, существительные, здесь у нас все слова, образовавшиеся с помощью этого аффикса, будут прилагательными. Облыс – область, облыстық – областной. Жинақ – сбор, жинақтық – собирающий. Можно еще, я не знаю, как это переводится точно, есть такой термин экономический, жинақтық шот. Счет сберегательный, вот. Бала – ребенок, балалық – детский. Например, есть слово балалық шақ – детский возраст, детское время, балалық шақ. То есть в русском языке эквивалент – это детство, балалық – детский. Жаз – лето, жаздық – летний. Я постаралась привести примеры с различными вариантами вот этими фонетическими. Здесь есть тық, здесь есть лық, здесь есть тық. Здесь тық, тық. Ну, в большинстве попались все твердые варианты. И дық. Соответственно, если будет мягкое слово, то у нас будет мягкий вариант существительного либо прилагательного. Я надеюсь, что вам данная тема понятна, и она очень полезная, если вы полностью поймете, о чем идет речь, потому что
очень продуктивный вид словообразования. Мен сіздерге сәттілік тілеймін. Барлық тапсырмаларды орындауға кеңес беремін. Назарларыңызға көп рахмет.